В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Позади насыщенная различными событиями неделя, и сегодня мы подводим ее итоги. О самых заметных событиях уходящей недели расскажет Аманда Пония. Закон об электроэнергетике принят. Парламент Абхазии на последней весенней сессии парламента в окончательном чтении утвердил документ, согласно которому объекты, и мощностью которых выше 5 мегаватт, приватизации не подлежат. Они должны оставаться в собственности государства. Документ вступит в силу в полном объеме 1 января 2019 года. К работе народные избранники приступят 6 сентября. В день годовщины со дня смерти выдающегося писателя Фазиля Искандера на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве открылся памятник, который создан на основе скульптуры, выполненной с натуры известным абхазским скульптором Мариной Эшба в 1966 году. На состоявшемся митинге министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсаля зачитала приветственное слово президента Республики Абхазия Рауля Хаджинба к участникам церемонии открытия памятника писателю. Фазиль Абдулович Искандер, выдающийся мастер слова, обогативший мировую художественную сокровищницу своими яркими произведениями, глубоко самобытным и многогранным творчеством. Открытие памятника в Москве на Новодевичьем кладбище в день годовщины со дня смерти писателя – это символ его бессмертия, вековечности его идей и мыслей, отмечается в частности в письме президента. В церемонии открытия памятника приняли участие родные и близкие Фазиля Искандера, руководство Союза писателей России, депутаты Московской Государственной Думы, представители творческой интеллигенции, посольства Абхазии в России, почитатели творчества Фазиля Искандера, глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Сегодня здесь не просто открытие памятника, здесь собрались все те, кто любили, исследовали, занимались Фазилем Абдуловичем последние годы. И такой вот день памяти. И я уверена, что это только часть мероприятий. И в Абхазии создана комиссия по увековечению памяти. И в ближайшее время будет объявлен конкурс на памятник Искандеру уже в Абхазии. И его произведения, которые стали частью мирового культурного наследия, конечно, это самая лучшая память, которую он после себя оставил. Вице-премьер Беслан Эшба встретился с новым главой миссии МККК в Абхазии Хеленой Старе. Во встрече приняли участие помощник главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба, региональный координатор МККК по пропавшим без вести Лина Мильнер и руководитель комиссии по пропавшим без вести Романа Адлиба. Стороны обсудили вопросы дальнейшей работы по поиску пропавших без вести во время Отечественной войны в Абхазии. Беслан Эшба поблагодарил Хелену Старе за сотрудничество и отметил, что правительство будет и в дальнейшем оказывать всяческую помощь и содействие по поиску пропавших без вести. В июле прошлого года в окрестностях Санчарского перевала были обнаружены останки 33 советских солдат, которые погибли в октябре 1942 года при попытке штурма перевала. И вот спустя 75 лет герои были торжественно преданы земле. Чтобы почтить память погибших защитников Отечества, в высокогорное село Псху поднялся президент Абхазии Рауль Хаджинба, депутаты парламента, представители общественности, молодежь. Ли. Заря. Жай. Ли. Более 75 лет прошло со времени этих сложнейших боев за Кавказ. На перевалах Кавказа сложили тысячи и тысячи людей свои головы. Сегодня здесь мы предаем земле останки 33 солдат Советской армии. Я глубоко благодарен всем тем, кто принимал участие в поиске и тех мероприятий, которые были проведены за весь этот период. Это представители поисковых групп Абхазии и России сделали важное дело. Каждый солдат должен быть предан земле.
Брифинг, посвященный итогам деятельности за первое полугодие, проблемам и достижениям подразделения «Черноморэнерго», провел для журналистов руководитель филиала «Энергосбыт» Инал Лазба. Показатели собираемости за полгода оставляют желать лучшего. Инал Лазба убежден, что разработанный правительством и самой организацией комплекс мер поможет выровнять сложившуюся ситуацию с неуплатой за потребляемую электроэнергию. Контрольно-рядовые мероприятия позволят выявлять злостных неплательщиков. Помимо этого, мероприятия позволят следить за своими же контролерами, дабы исключить коррупционную составляющую. Что касается коммерческих организаций, то после 2 официальных предупреждений их будут отключать от сети. Если вышеперечисленные условия не будут выполняться, будут составляться дела и направляться в суды. В рамках 14-го международного шахматного фестиваля «Абхазия Опен» в городе Сухум стартовал турнир «Сухум Опен-2017», призовой фонд которого составляет 150 тысяч рублей. Сильнейшие шахматисты из разных регионов Абхазии, в том числе международные гроссмейстеры, международные мастера из России, приняли участие в открытом шахматном турнире «Сухум Опен». Всего в Абхазии проходят 4 турнира по 10 дней, 2 из которых уже прошли в городах Учимчира и Гудаута. Закрытие намечается в Гагре. Шахматный фестиваль «Абхазия Опен» непрерывно проводится уже 14 лет. В этом году участие в нем принимают около 100 шахматистов. 2 августа около 4 часов вечера в селе Приморское взорвался склад с боеприпасами Министерства обороны Абхазии. По неизвестным пока причинам произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного горячего источника. Хронология событий в обзорном материале Беллы Кварчия. Снаряды взрывались на протяжении нескольких часов. В Приморское прибыли премьер-министр Беслан Барцыц и руководители силовых структур Абхазии. В результате взрыва был нанесен ущерб как близлежащим домам, так и зданиям, расположенным в отдаленной местности. Взрыв был такой силы, что был слышен за несколько километров от места происшествия. Жители были эвакуированы. В первые часы после взрыва стала поступать информация о раненых, как среди отдыхающих, так и местных жителей. Пострадавших везли в Гудаутскую районную больницу и в Сухумскую ЦРБ. Первую помощь им оказывали и в Афоне. Некоторых раненых везли и в Агудзерскую больницу. По словам врачей, у многих из них переломы, сотрясения мозга разной степени. В первые же часы после взрыва провели операцию одному из раненых. Их состояние на данный момент стабильное, у одной тяжелое, но тем не менее с положительной динамикой. Других состояние средней степени тяжести пострадавших. Всем проводится в полном объеме необходимая медицинская помощь. Президент Рауль Хаджимба провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств страны, Минздрава и глав районных администраций. По поручению президента создана республиканская комиссия для определения масштабов ущерба. Уже после совещания президент Рауль Хаджимба посетил республиканскую больницу и проведал пострадавших в результате взрыва. Серьезных травм нет, ушибы, ссадины, обследовали состояние стабильности. Себя чувствуете? Ну и молодец. Мы без документов. Мы найдем все возможности, все будет, и документы, вот все будет. Вещи лишние. Ничего. Ну, все как. Мы лежали, отдыхали. Выбило стекло, мы побежали за хозяином. Так вы из дома выбежали? Ну, мы лежали, вот отдыхали, прогремел взрыв. Выбило сначала стекло, ну, за малым, за ребенка, порубало нас. Мы сначала на пол легли, потом слышим второй взрыв. Мы выбежали из дома. А бежать куда мы не знаем. Ну, в огород, в огороде там вот ежевика, заборы. И вот мы кое-как, я не знаю, сколько мы километров пробежали домой. Все это время, по словам представителя Минобороны, на месте происшествия шли работы по локализации очага возгорания. Это мина осколочная, заградительная, УЗМ-72. Причины произошедшего еще предстоит определить. По данным на вечер 2 августа, общее количество пострадавших в результате взрыва на складах Минобороны Абхазии составило 60 человек. 3 августа стало известно, что в результате взрыва боеприпасов есть жертвы. 2 женщины, отдыхающие из Санкт-Петербурга. Елена Полякова, 1970 года рождения, и Елена Тимофеева, 1962 года рождения. Погибших туристов обнаружили сотрудники МЧС Абхазии в четверг рано утром в ходе обследования близлежащих
близлежащей территории. Пострадавшая из Подольска Елена Дмитриева, 1954 года рождения, с переломом руки всю ночь находилась в лесу. На следующий день после взрыва она была госпитализирована в Сухумскую республиканскую больницу. Состояние пострадавшей стабильное. По словам Елены Дмитриевой, ей чудом удалось спастись. Меня спас Господь, я могу сказать так. Нас сбила взрывная волна, подлетели мы с лошадями и упали. Лошади рядом, мы рядом. Я увидела горящие склады, я же не знала, что там вообще. И испугалась, думаю, что надо обязательно от огня. Я не думаю о взрывах. Думаю, надо от огня, сейчас будет пожар, мы сгорим. И лошадь меня может растоптать. Со мной была еще одна девушка, ее звали Лена, обеих звали Лена. Я говорю, Лена, надо вниз, там обрыв. И она какая-то невменяемая сидела, вот так невменяемо. Я ринулась вниз, там ручей, речка, легла в холодную воду, большой камень, голову за камень. И вот так и там пролежала, наверное, часов до 10. Было темно. Потом я начала... Страшные взрывы были, это нечто. Когда немножко стихли взрывы, меня стресс прошел, вот этот, который нечеловеческий. Меня стало очень сильно знобить. Я понимала, что я лежу в холодной воде, что долго я так не выдержу. И я подползла чуть повыше под это. Там устроилась, как смогла, с мхом, ветками. Ну и вот так поковырялась целую ночь. Просила у Господа спасения. Меня, слава Богу, утром нашли. Я не стала никуда не двигаться, и хорошо, потому что сказали, что там, оказывается, мины везде еще поразбросаны. Я сидела на этом месте, понимала, что должны прийти. И я очень рада, что ваш МЧС, я прям была счастлива. Вот тогда я только первый раз заплакала. При ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в Приморском пострадали 4 сотрудников МЧС Абхазии. Лечат хорошо, все отлично. Все образы. При взрыве прямо там стояли метров где-то за 100. МЧС. Гудаутский район. Баско. Бзен, я видар разик бзен горцот. Молодцы. Камзара как разик. И того. Разик горцот, я кто за кто. Где находились с вами? Я там в склад был. В складе, да? И какие вас ранения? Ну, руку сломал, кулак, там сотрясение, там, не знаю, так. Как за вами здесь ухаживают? Нормально. Хорошо, у вас все нормально, вы в чем нуждаетесь? Да, нормально, все нет. Сейчас как ваше самочувствие? Нормально, так лучше, чем. А вы где находились? Прям в части там. Вы военнослужащий, да? Да. А какие у вас ранения? Голова и ребра. По данным на четверг, в результате происшествия пострадали 64 человека. Из них в республиканскую больницу были доставлены 17 пациентов, госпитализировано 8. После того, как прекратились взрывы, свою работу по поиску неразорвавшихся мин и снарядов начали саперы. На помощь своим абхазским коллегам пришли российские военные, дислоцирующиеся в Абхазии. Была подогнана военная техника. Район по-прежнему оставался оцепленным. Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту взрыва. Кроме того, председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку по данному факту. 3 августа в администрации Гудаутского района прошло заседание Госкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. По предварительным подсчетам пострадало около 50 частных домов, а также многоэтажный дом, в котором 70 квартир. Практически все они разрушены. Решением комиссии всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Каждый пострадавший получит компенсационные выплаты и поддержку. Это касается и граждан Республики Абхазия, жителей этого села, которые очень серьезно пострадали, частные домовладения, а также наши гости и туристы. Все пострадавшие получат соответствующую помощь и поддержку. Что касается трагической ситуации, связанной со смертью туристов, все расходы, связанные с отправкой
тел погибших на родину. Всю эту работу мы уже проводим, все расходы, связанные с этим, также правительство берет на себя. Помимо этого уже определен размер компенсации в отношении семей погибших туристов. На заседании комиссии присутствовали представители посольства России в Абхазии. Консул Валерий Громушкин поблагодарил руководство Абхазии и лично министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициня за своевременную и достоверную информацию. Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария сообщил, что 14 россиян, которые отдыхали в частном секторе недалеко от места происшествия и жилье которых пострадало, размещены в гостинице «Апсны» в Гудауте, где они продолжают свой отдых. Также силами района будут отремонтированы автомобили россиян, пострадавшие во время взрыва. Министр здравоохранения Тамас Цахнакия сообщил членам комиссии о состоянии здоровья всех пострадавших и сообщил, что всем им оказывается необходимая помощь. По окончании заседания представители посольства Российской Федерации побывали в гостинице «Апсны», где размещены отдыхающие из села Приморское. Посольство России, что-то, какая-то помощь нужна, родственники в теме? Конечно, сразу. Вы связались, да, все нормально? Конечно, да? Сразу по телефону. Документы, деньги, все? Все, документы. Да, МЧС нас проводила, и мы с этого взяли. Когда вы отъезжаете? Павел, планируете? Мы так и останемся, у нас билеты на 18 августа. Нет, я понимаю, что у вас есть билеты, вы остаетесь до 18 августа. Да, и мы остаемся. остаемся. У нас здесь устроили нормально все, у нас даже никаких нет претензий. Насколько пострадали близлежащие к месту взрыва дома, на следующий день после инцидента увидели наши корреспонденты. Здесь, неподалеку от сероводородного источника, как раз расположены дома, в которых отдыхали туристы. В момент, когда раздались взрывы, вот здесь, буквально за этой лесополосой, стали рушиться домики. Здесь на каждом шагу вот такие осколки снарядов и не разорвавшихся мин. Я думаю, война началась. Вот здесь яхает, вот здесь я потом испугалась, в кухню зашла. А с кухни побежала через окошко, выпрыгнула, а подвал шумов. Я залила там подвал туда. И так вот сижу, думаю, ау, один за одним гремит. Ужасно. И вот это все дрожит. Вот это полметра залито бетоном. Я думаю, вот это все пробьет. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким двух российских туристов, погибших в результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов Министерства обороны Абхазии. 3 августа глава государства провел оперативное совещание с руководителями силовых структур Абхазии. Президент поручил компетентным ведомствам под контролем Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры провести проверку состояния всех военных объектов на территории республики. Глава государства также распорядился организовать вывоз имущества Минобороны, которое осталось после взрывов, и предложил рассмотреть возможность переноса всех военных складов за пределы населенных пунктов. Соответствующие структуры получили задание решить и вопрос уничтожения старых боеприпасов. Кабинету министров было поручено определить сумму нанесенного ущерба. Нам нужно предусмотреть, помимо этой помощи, особенно то, что касается восстановления жилищ, все возможные работы, которые необходимо будет сделать в кратчайшие сроки по пятиэтажке и домам, которые находятся рядом с этими складами, по вопросу безопасности туристических маршрутов. Как может туристическая тропа проходить в 10 метрах от склада? И кто дал разрешение на проведение вот такого рода мероприятий? Все, я еще раз говорю, все виновные должны быть наказаны. Премьер-министр Беслан Барцис доложил главе государства об итогах заседания Государственной комиссии. Генеральный прокурор страны отметил, что были допрошены все очевидцы данного происшествия и непосредственно те, кто находились на данном объекте и занимались ремонтными работами. Сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов и химически активных веществ МЧС Абхазии обнаружили десятки мин и боеприпасов в частных домовладениях, расположенных в селе Приморское. В течение дня ими были обнаружены сотни боеприпасов, осколочные заградительные мины, противопехотные осколочные мины, танковые снаряды, боеприпасы к зенитным установкам. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии обратилось к жителям близлежащих сел быть бдительными и немедленно обращаться в МЧС в случае обнаружения взрывоопасных или иных подозрительных предметов. Это что? Вот это вот замка. Внутри что лежит? Осколки. Да, осколки. Ой. А это что за мина? Это монстр. 2 килограмма тротила. Это мина направленного действия.
В настоящее время Генпрокуратурой Республики проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны Абхазии по решению командования Южного военного округа создана оперативная группа общей численностью более 150 человек. Кроме того, для изучения обстановки в районе инцидента, ее анализа и принятия решения на применение сил и средств от российской военной базы задействованы беспилотные летательные аппараты. В Министерстве обороны Абхазии создана внутренняя комиссия, члены которой работают непосредственно на месте взрыва боеприпасов. Эта работа будет завершена после того, как вся территория будет зачищена. Была Кварчия для событий недели. Как такое могло произойти? Кто несет ответственность? Каков ущерб и когда будут предварительные результаты расследования? На наши вопросы ответил начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Роланд Джоджуа. Роланд Владимирович, в каком состоянии находился склад? Соответствовал ли он всем установленным техническим нормам? Данный склад, на котором произошел пожар и последующая детонация боеприпасов, эксплуатировался Министерством обороны довольно давно. Насчет состояния склада могу сказать вам так, что склад отвечал всем требованиям безопасного хранения боеприпасов в данном месте. Как часто проводился, можно сказать, как техосмотр, помещения, соответствие его всем техническим нормам? Подобного рода склады с вооружением и боеприпасами находятся под постоянным контролем. Соответственно, там находятся постоянно дежурные, находится наряд, который несет круглосуточное дежурство. Кроме того, каждые 3 месяца и по необходимости и чаще комиссия от Министерства обороны, проверяя воинские части и подразделения, также проверяют и склады, где хранятся вооружение, боеприпасы, тыловое и иное имущество, относящееся к нуждам Министерства обороны. В РИА Новости была информация, что этот склад был построен еще в советские времена, и он предназначался не для хранения такого тяжелого вооружения, а только для нужд гражданской обороны. Вы можете это прокомментировать? По этому поводу я вам могу сказать одно, что при использовании данного склада были учтены все нормы безопасности для хранения там боеприпасов. То, что он был построен в советское время, возможно, на самом деле это было и так, потому что многие здания, как вы знаете, сооружения, они были построены еще в советское время и эксплуатировались в том или ином направлении. Были там проведены какие-то работы, может быть, по перестройке или... Несомненно, склад был приспособлен для, как я уже говорил, для хранения боеприпасов. Безопасность, она была учтена, соответствовала всем нормам безопасности, поэтому сейчас, на данный момент, единственное, что я могу вам сказать, ведется министром обороны, обозначена комиссия, люди непосредственно работают на местах, идет детальный разбор всего, что произошло. По окончании работы комиссии мы будем уже знать, что на самом деле произошло и что послужило причиной возгорания и в последующем детонации боеприпасов. Погибли люди, не говоря уже о том, что нанесен колоссальный ущерб жителям района. Возможно ли, что такой склад не был рассчитан на хранение именно того вида вооружения, которое там все-таки хранится? На данном этапе я не могу пока ответить на ваш вопрос, был ли он рассчитан или не был, но одно несомненно, если бы склад не был приспособлен для хранения боеприпасов, соответственно, боеприпасы бы там не хранились. Что касается остального, конечно, нанесен ущерб, это понятно одно, большая трагедия, что погибли люди, действительно и искренние соболезнования их семьям, это большая трагедия. Среди мирного населения, тем более погибли люди. Что касается ущерба, то, несомненно, тоже он огромный ущерб, и на данном этапе ведутся все работы, чтобы обезопасить и гражданское население. Сейчас периметр складов находится под охраной подразделений Министерства обороны. Работают инженерные службы, работают саперы.
В основном весь акцент на данном этапе ставится, чтобы обезопасить гражданское население, это близлежащие дома и территории от возможных взрывчатых веществ и снарядов, которые могли не разорваться и попасть на те или иные участки. Как вообще охранялся склад? Дежурство на складе велось круглосуточно, также велось видеонаблюдение на складе. Склад находился под постоянной охраной. Кто вообще несет ответственность за произошедшее? Все виновные в данном инциденте. Министр обороны, хотел бы подчеркнуть, держит под личным контролем все, что происходит сейчас вокруг складов Министерства обороны, именно ситуации в селе Приморское. Все виновные, которые на самом деле будут обозначены в результате этого расследования, вне сомнений, понесут наказание и будут отвечать по всей строгости. А пока на данном этапе обозначивать людей или конкретную личность, кто был виноват в этом, по завершению расследования. Но это непосредственно касается вашего ведомства. Пока я ничего не могу сказать вам по этому поводу. Только лишь по завершении расследования, по завершении работы комиссии будут сделаны определенные выводы. Каков ущерб у Министерства обороны? Какой урон, можно сказать, мы понесли в военном смысле? То, что мы понесли урон, это факт. На сегодняшний день каков ущерб, тоже будет уже ясно в конце этого расследования и детального разбирательства. Сейчас на данный момент идут учения в Грузии, и, естественно, мы не можем оставаться в стороне, оставлять это без должного внимания. И на этом фоне, можно сказать, такой удар внутри, и это отразится как-нибудь на нашей обороноспособности? На нашей обороноспособности это никоим образом не отразится. Вооруженные силы и Министерство обороны занимается и боевой подготовкой. У нас достаточно и вооружения, и военной техники, и боеприпасов для адекватного реагирования. Мы держим постоянно, я имею в виду Министерство обороны, в частности, и главнокомандующий, держим под постоянным контролем и учения, проходящие на сопредельной территории, все мероприятия, которые проводятся на ней. В этом отношении могу сказать вам с уверенностью, что в целом на обороноспособность, несмотря на то, что это большая трагедия и для нашего населения, и также, конечно же, какой-то урон большой нанесен нам, но на обороноспособность это ни в коей мере не повлияет. Местные жители, они продолжают оставаться в своих домах? Местные жители в большинстве своем вернулись в свои дома, в дома, в которые на самом деле очень сильно не пострадали. Местные жители вернулись. Подразделения Министерства обороны, соответственно, это инженерные службы, саперы. Кстати, хотел бы здесь обратить ваше внимание, что нам оказывают содействие и саперы и Hello Trust, также и соответствующие службы и подразделения 7-й военной базы, дислоцирующейся в Абхазии, также и Министерство по чрезвычайным ситуациям. МВД в этом отношении согласованность действий есть, никаких вопросов в этом отношении не возникает. В первую очередь сейчас ведутся работы, чтобы обезопасить гражданское население. Как я уже говорил, если есть не разорвавшиеся снаряды или боеприпасы, которые попали на тот или иной участок или же в дом гражданского населения, в первую очередь нужно будет их обезвреживать, эвакуировать и утилизировать. Также было предупреждено, как вы знаете, Министерством по чрезвычайной ситуации, и мы тоже говорили об этом, о гражданском обращении к гражданскому населению. Если кто-то увидит, заметит у себя во дворе, на дороге, где-то рядом, в близлежащей территории, какой-то предмет, похожий на боеприпас или же вооружение, чтобы немедленно поставили в известность те группы, подразделения, которые работают непосредственно на месте. Сотрудничаете ли вы с российскими структурами? Оказывают ли они вам помощь? Оказывают нам помощь. Мы сотрудничаем со всеми службами и со всеми подразделениями, которые необходимы нам для решения тех или иных задач, связанных с ликвидацией последствий в результате того, что произошло. Если Министерству обороны нужна будет помощь специалистов в той или иной области, соответственно, эта помощь будет оказана незамедлительно. В этом отношении согласованность действий у нас есть.
Как быстро к вам поступила информация о том, что склад горит, и кто на тот момент находился на территории склада, вот то, что касается охранников, именно как вопрос их безопасности был решен? Да. Склад, как я вам уже говорил, находился под постоянным контролем. Дежурные плюс наряды, они круглосуточно находились на складе, соответственно, сменяя друг друга. И на тот момент, когда было замечено только задымление, был сигнал в Министерство оперативного дежурного Министерства обороны. Задымление было замечено через, сейчас я точно вам тоже не могу сказать, но, как вы сами понимаете, склад, если находится под постоянной охраной, то склад, он на самом деле там закрыт, и все, то может быть через вентиляционное, может быть через это был замечен какой-то небольшой дымок, которого, соответственно, там не должно быть. Поэтому был получен, сразу сигнал поступил оперативному дежурному Министерства обороны, сразу министр обороны был в курсе, в то же время параллельно был сигнал по пожарным службам в городе Гудаута. И пожарные, соответственно, здесь группы незамедлительно выехали, это и инженерные службы, и специалисты выехали в направлении склада боеприпасов в населенном пункте Приморское. Министр обороны лично сам выехал в том направлении и находился в эпицентре событий вплоть до прекращения основных взрывов, вот, от детонации снарядов. Хотелось бы также сказать, что все службы действовали оперативно и скоординированно. Чтобы, ну как вот скажу вам так, министр обороны находился в эпицентре событий. Далее находились пожарные подразделения МЧС, также прибыли определенные подразделения 7-й военной базы для оказания в случае необходимости определенной помощи. Были кареты скорой помощи, которые оказывали помощь незамедлительно людям пострадавшим. В основном это были люди отдыхающие, как вы знаете, неподалеку расположен источник. Все работали скоординированно и работали оперативно. Силы МВД и госавтоинспекции контролировали трассу, держали периметр, чтобы не было паники среди гражданского населения. Вот в этом отношении, конечно, оперативность и действия всех служб было вот таким. К другим темам. В Абхазской государственной филармонии состоялся концерт участников 5-го сезона проекта Первого канала «Голос» молодой вокалистки Дарьи Антонюк и братьев Тимура и Дениса Хакба совместно с проектом «Джаз Про». Специальный гость концерта – звезда оперной сцены Хибла Герзмава. Видеоверсию этого концерта вы сможете увидеть на нашем канале. Ну а 6 августа в 20 часов в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Ачанба состоится 16-й музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». В концерте принимает участие Московский камерный оркестр «Музыка Вива» под управлением дирижера Фабио Мастранджело, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава сопрано, заслуженные артисты Республики Северная Осетия Лания Алексей Татаринцев тенор и Агунда Кулаева меццо-сопрано. Билеты на фестиваль давно проданы, но все желающие смогут насладиться прекрасным голосом нашей знаменитой соотечественницы Хиблы Герзмава. На театральной площади Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Ачанба будет организована площадка для прямой трансляции 16-го музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Будет установлен экран и организованы сидячие места. Зрители могут посетить концерт под открытым небом совершенно бесплатно. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго!